Раздельно, чисто и компактно. Так собирают мусор в одном из домов Эжинского района столицы. Экоактивисты по собственной инициативе установили пластиковые контейнеры для разных видов отходов и нашли покупателей ценного вторсырья. Управляющая компания идею поддержала. Новую для региона практику раздельного сбора мусора в пределах одного домовладения оценила зампредседателя правительства Коми Ирина Бахтина, курирующая это направление в республике. Как все устроено, узнала Ольга Коняева. Помытый и высушенный. Это примерно так, как я дома тоже делаю. Пластик, бумага, алюминиевые консервные банки, стекло, пакеты и разные мелочи здесь разложены по контейнерам, большим и маленьким. И назвать их мусорными не поворачивается язык. Вся тара помыта, все аккуратно сложено. Именно так отходы превращаются во вторсырье, и именно в таком виде их не просто принимают, а покупают переработчики. Это две коммерческие организации, Коми Эковтор и Коми Вторцветмет. То есть договора с этими организациями заключены. Здесь даже... Кто кому платит в этих отношениях? В этих отношениях договор заключается с управляющей компанией, как с юридическим лицом, потому что они с ней, соответственно, работают. Они приезжают раз в неделю, то есть мы договорились, у них есть график вывоза по другим объектам ВЖ. Вы им платите за это? Нет, они платят нам, платят. да, за это. То есть они приезжают, все взвешивают, оформляется накладная, и потом на счет управляющей компании перечисляют. А по итогам квартала собственники дома сами решают, себе дома в этом доме есть, куда эти денежные средства направить. Инициатором такой площадки для отходов, причем первой в регионе, стала жительница одного из многоквартирных домов Эжвы. Даже контейнеры купила за личный счет. Экоэнергия Арины Сажиной зашкаливает. Сама борется за чистоту природы и заряжает всех вокруг. На ее счету десятки субботников по всему Сыктывкару, а теперь и проект по глубокому разделению мусора в целом доме. Начинала, конечно, с себя и знает, как мотивировать других. Моя семья, да, у нас 2 человека. Мы, значит, бумаги можем отсортировать 2 килограмма в месяц. Пластика, в том числе мягкого и твердого, тоже 2 килограмма, да. Совсем чуть-чуть. Металл 300 грамм всего. И эта сумма совсем маленькая получается в месяц, всего лишь 33-38 рублей вроде бы, да, получилось в месяц. Но если это умножить, эту сумму умножить на количество жильцов, а в нашем доме 170-180 квартир, это получается порядка 6 тысяч уже в месяц. Я очень рада, что в нашем доме открылась наша площадка РСО, где мы будем собирать отходы, сдавать, беречь природу и стремиться дальше к новым идеям для сохранения нашей природы. Эжинский район вообще первый в регионе подхватил идею раздельного сбора. Здесь на каждом шагу баки для бумаги и пластика. А в подъездах висят ящики для так называемого печатного спама. Пока не все жильцы дома знают о новом способе сбора мусора, но с начала года, как открыли экоплощадку, только макулатуры здесь собрали 1/4 тонны. Давай выцепим мелкие металлические изделия. Сколько много. Даже скрипочки. Этот дом может стать примером для других. А главное, это модель, на которой уже отработаны многие нюансы, в том числе экономика. Как получить выгоду и сколько стоит реально организовать эффективное место сортировки для одного дома. Юридическая сторона дела, помещение под площадку, информирование жильцов. Эти функции взяла на себя управляющая компания, поддержав продвинутый экологический проект. Директор Алексей Панюков даже планирует распространить эту практику и на другие 5 домов, обслуживаемых компанией. В принципе, если вот сейчас коллеги говорят о том, что нужна будет грантовая поддержка, могу честно сказать, у меня будет гораздо больше, да, стимулов и с легким сердцем, так сказать, да, можно на такую грантовую поддержку смотреть, чем на ту программу, которая была у нас несколько раньше, когда контейнеры для раздельного сбора отходов закупались рекоператором из своего кармана, да, из нормы своей прибыли, и там более-менее они использовались. Ну и когда из средств госпрограммы «Экология» они закупались на государственные деньги, раздавались муниципалитетам, а потом мы, к сожалению, получаем представление прокурорских органов прокурорского надзора о том, что эти контейнеры, да, они синие, да, они желтые, они предназначены для определенных видов отходов, но сегодня используются не по назначению. Если пока жильцы платят за вывоз ТКО по нормативу, то при определенных результатах сортировки можно будет перейти на оплату по фактически предоставленной услуге. В конце января в Коми планируется выездной комитет с федеральными экспертами по обращению с отходами и переработке, где также обсудят положительный пример Эжвинского дома. Ольга Коняева, Роман Боровиков, телеканал Юрган.